Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимается в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ними тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорить, но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены есть. Синица, пускай шакала. Шакал — это арабы и русские, а также все мусульмане. Стоять. Пусть погибнут, пускай на земле
меня больше не станет. Дело пускай разровняются этой землей, шарнется из тела, но телом ее не пускает. Значит, мне еще биться, пока моя смерть за горой. Я бездомный сегодня, я волк, я голоден, но честен. Распеваю свободу, услышат меня небеса. Привычку глядя слишком упорно в лицо. И даже смерти, если буду сегодня другим, не простит мне. Аллах! Аллах нас никогда не простит, а мы его загоним в рабство. Аллаха сегодня будем загонять. Его загнали чеченцы в рабство. Аллах будет вашим рабом. Вперед, по жизни. Даже чуть-чуть, здравствуйте. Аллах, у Аллаха коса шла на камень, на чеченцев. Никогда Аллах не смог покорить чеченцев. Аллах раб русский, с помощью которого русские хотели нас загнать в рабство. Но чеченцы арабского Аллаха, раба русских, сделали своим царем. За истинную на побегушках живем. Сегодня мы это покажем. Никогда чеченцы не будут на коленях русских. Никогда. Никто никогда не сможет загнать чеченцев в рабство. Ни под каким совестом. Ни перед Аллахом, ни перед русскими, ни перед мусульманами, ни перед мусульманской отпущенной уммой, ни перед турцами, ни перед тем, чеченцы на коленях никогда не стояли и не будут стоять. Всегда была только свобода. Главная ценность, главная суть смысл жизни чеченцев — это свобода. Уста и стакала. Никогда чеченцы не будут среди мусульманской уммы быть вождями, нареченными, суннитов. И никогда эта мусульманская умма никогда не разогнет свою слюну благодаря чеченцам, потому что мы с чеченцев никакого не имеем отношения. И не будем иметь. Потому что мы чеченцы — это одна этническая единица. Мы были, если будем чеченцами. Никакие ни мусульмане, ни россияне, ни муджахеды, ни джихадисты. Никто не будет чеченцами, а будут просто свободными чеченцами, жаждущими свободу, которые хотят жить на своей земле, на своей родине, говорить на своем языке. Только чеченцы, чеченская культура, чеченский язык. Никакой ислам, никакая опущенная умма, никакое разгибание спины, ничего такого никогда не будет. А Аллах, арабский Аллах, рабский, он жил, если будет времен чеченцев. Чеченцы, единственные чеченцы в этом мире, запомните это раз и навсегда. Чеченцы только смогли из-под Аллаха арабского измерки снять трон. Мы сняли трон. Мы с Аллаха, из-под Аллаха трон сняли, чеченцы. Только чеченцы, заметьте, смогли поставить на свое место, загнать на еврейские пустыни, песчаные пустыни, бедуинов, арабского Аллаха, который маршем, под фанфары прошел по всему миру. Только чеченцы, маленькая нация, чеченцы, сломили русских, и теперь вместе с их Аллахом, вместе с их ложью, вместе с этой человеконической идеологией, обманом, чеченцы сломали русскую империю, русскую идеологию человеконическую и арабскую идеологию, которую они использовали с успехом
на протяжении хроников. Видите, чеченцы сломили арабского Аллаха и сделали его своим сыном. Тут, как говорится, нашла коса на камень. И сегодня мы будем читать сури Аллаха из Корана, из священной Камасутры Корана, где мы будем вынимать из-под Аллаха его трон. Мы будем сегодня вынимать трон из-под Аллаха. Аллах! А что? Саган, трон Аллах, не что думает. Машло. Скажем, чего были цари? Решил, почему? Чтоб Мусага доплачал до Машлова, он и махкой, он и водухахой, водухан долчага Мусага Машл ду. Кrat Ашу и Гуму и Ачев, Арновчик Ам, Покар, Бит Бай, Езешара, Бит Байшара. Чинцем, Бит Бай Ахбайшо. Zo, Arnovчик Ам, Хоктиш, Ногаскиш, Шейбил, Алицяни, Чудбехтем. Пунктах, Муши, Бусан, Бин, Цяни, Чудбехтем. Бусан, Бин, Чудтян. Вой Мел, Цар Халкинбом, Вой Бейш, Вой Наныш, Вой Хинс, Хокзамер, Чахтигинах, Вой Лидер, Вой Алдолдага, Харбил, Альяржир, Вой Нюка Берт Бубор, Вой Роши, Тималитш, Епару, Цар Хейрдага, Роши, Камершяр, Вой Нюкир, Вой Новчи, Нюкир, Тишам Дабава, Вой Новчи, Нюкир, Роши, Дизер Дабава, Вой Новчи, Нюкир, Я, сила даека. И бьёва цена подьячил, и лейш, бусал бимошел, ногчему отпючил, раз и шкела еженил, лейш яржир, царь ярженил лейнюка. Умунатат, канокти компубля, биэшкана, шутула, клетарнут ауду элнаташун. Богдац, Пеш, Растыш, Арбуш, Турш, Тидош, Сингисхана, Такардем, Арновчик Амбуш, Эшкардем до Хоктагалеш Нина, Эйца Алч, Заманча, Уггар, Лъкка технологиш, Ярженшкена, Социал Машаш, Берженшкена, Компьютер, Кенег, Вождек, Ярженшкена, Шук, Мухновчик Амбахта, Мада, Скоза Сила, Болновчи, Яхья, Кенти, Яхья, Вижи, Арабуль, Уарцахбуль, Арновчик Ом, Ук Эйн, Arnovчик Андаця, дает Арабуль Нахмуд, Arnovчик Андул дац, Тудашит яц, да, Вишки яц, Шити Ишур дац, Ишур Нектет дац, Чем деловой товарищ Дина, Аллах мошел, Хокер Раскачер, Лейвуй, Новчи, что на Шейлой Мува будет. Алляха, Новчи, Лейву. Алляха, Новчи, Лейву. Новчи Лейву, Аллах, Новчи, Алляхи Лейшбац. Алляха, Раски Лейву. Новчи так, Лейши еще шбац. Алляха, Новчи Лейву. Тиха, мира беш. Лелла ли ушел, Алляху, Новчиш. Новчи, Алляха, Тябу. Аллах вас Новчиш. Алляхи Булара, zum Wachter dok berja zum beldo dok gaat duitschen herzen dok dan we chutu sto dala mu'lah dokchi dala mu'lah Allah wees nou we ol insha Allah rahman we goit dok zijn we chumu tali we kanal dara bez hans don ercho tron Allah nog chutu ostron Allah joa от Кама Сутра, Коран Чоха, Борх, Сурат Аеш, Нутичатсуна, Язи. Аллаху Шаши, Музмах, Моди Дилани, Шинтрон, Давахтер, Хаба. Трон Духши, Давахтер, Жасамата. Ведь Мишкаду и Трон. Ахвайцу, Лайгойта, Дуй, Новчиш. Аллаха, Новчи, Лайхлар, Гойта, Дуй. Уга, что Лай Лайшна, Тани, Новчи, Цаца, Хилла, Бацлайш. Аллаху, Новчи, Лай. Новчи бу Аллах'ın yaklaş. Аллах'a arbu Allah Mekke. İza gaskiş kilavu. Gaski leyhin cirkok kilavu iz. Cirkok kilavu Allah arbu şey. Leyhu Allah. Ama novçi hili şoflet. Çünkü leyten ot buğlara tungat duy ot Allahu şey. Dilla do muzmahma diyorlar. Nitaqos gaskiş wenki dilla. İğan ta vakkar قردقت وإتم الله مغرغان إن شاء الله رحمن شتوش نق خواهش نقوي وين خائي وين دوزي
ой, чутошно, и бусов думошно, и белом, и тунсилом, Novçuşuka tanmi av yok şu İslami çalıyor. Büyüğüm az rastlaşma çiğnekçi ve rab erişt hauze imiş. Hauze novçuşuka ha yok yoğun az arboş az iyayış baklanış. Hatta можно чекнув рукой. Novçu bu son kılışıyor bas. Bu son oğlay amala. Eg halatıyor ki halayaç. Vel daval skirek. Şi en rahkirek leşliyor ne yubo. Веглейшдац, хилилдац, чундилвей дагойтаду, тажан гойтаду, дюшаду, камасутра, хоранду бошноте, убберлак, кнертяттарду, и чучур дюшаду ойда. Хваич, вейн хаи, вей Аллах булар, иган хатуш, вахтуш, дуйхваич, и Аллаха, Аллах, вейцер, вектор, вей лей, вей дагойтаду. Сегодня тема нашего прямого эфира. Темой сегодняшнего нашего прямого эфира является факт и зафиксирование того, что Аллах арабский, который является русским рабом, мы показываем и доказываем, а также представляем, что Аллах арабский из Мекки, который является русским рабом, является чеченским, заискивающим, униженным шнырем, бегающим на побегушках у чеченцев. Чеченцы над Аллахом. Аллах не может быть над чеченцами. И Аллах не может со своим троном, на котором он возвышался или возвысился с помощью араба-сказочника Бедуина, педофила из 7 века Мухаммада, самого мерзкого, подлого человека на этой планете Земля, которого можно представить, выдумать. Даже сегодняшние Эпштейны не могут достичь его уровня. До такой степени он является аморальным, мразотным, омерзительным, бесчеловечным, беспринципным созданием. Его даже нельзя назвать человеком, этого Мухаммада. Такой он подлый, мерзкий, грязный тип. И те мусульмане, которые говорят, что они мусульмане и поклоняются этому пророку Мухаммаду, на чеченском Мухаммад, это значит муз, это значит член. Муз, это значит он всю жизнь занимался тем, что ублажал себя, так как после того, как умерла его старшая взрослая жена Хадиджа, он пошел во все тяжкие, так как он был сам по сущности своей рабом, был прислугой у Хадиджи. Но Хадиджа была умная женщина, и она сделала из него человека. А этот мерзавец потом воспользовался всеми благами и наследством этой Хадиджи. И все сегодняшние так называемые чеченоговорящие мусульмане, они должны понимать, что они рабы, потому что они рабы русского раба Аллаха, уверовавшие в сказки Мухаммада. Но настоящие чеченцы, которых они убивали последние 35 лет и последние 450 лет, они остались есть, они были, есть и будут. Они остались, и они показывают, доказывают сегодня, что Аллах является рабом, шнырем, на побегушках, заискивающим, бегающим на подсрачниках, шнырем чеченцев. И вот этот вот трон, на котором Аллах возвысился, сегодня мы будем его выбивать из-под его задницы. И сделаем так, что он будет лежать под нашими ногами, этот Аллах. И все сделаем для этого. В Камасутре Коране арабском есть 7 аятов, которые мы сегодня зачитаем, тем самым выбьем и полностью, окончательно и бесповоротно этот трон. И чтобы никогда в жизни ни один чеченец, свободный, настоящий, достойный чеченец, не мог сказать, что он опущенный мусульманин из опущенной умы мусульман, и что Аллах является его Богом, и что Мухаммаду он поклоняется, и что он верит, что в сказки Мухаммада. Мы это сегодня покажем. Сегодня мы поставим окончательную жирную точку над Аллахом и над сказками араба-бедуина, развратника, педофила, убийцы, насильника, маньяка, лица Мухаммада. Мы зачитаем сегодня 7 сур и аятов из Камасутры Корана, и мы просто напомним некоторые хадисы, которые, к сожалению, у нас не будет времени сегодня зачитывать. Но мы их дадим широкой публике, пускай те, кто нас будет слушать, запишут это и пойдут проверять. Так, сегодня мы читаем 7 аятов из Камасутры Корана. Первый аят – это Аль-Араф, сура 7, аят 54.
Будем его сейчас зачитывать. Так вот, сура 7, аят 54. Сура 7, аят 54. Записывайте, дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие чеченцы, свободные чеченцы, а также люди доброй воли. И, кстати, напоминаем, что мы не стараемся вывести никого из ислама. Наша цель чеченцев, чтобы только чеченцы стали свободными, и никогда в жизни больше к ним никто не мог прийти и сказать, что они мусульмане. Чтобы они полностью узнали эту секту, именно секту, только там менструальный цикл, насилие, задние проходы, передние проходы, влажные жемчужины, раковины, маленькие жемчужины, непробитые мальчики, вот это все распутство, вот эта вся оргия арабская, все эти важные мечты арабов-бедуинов, чтобы никогда никто не смог прийти в среду чеченцев, нацию чеченцев, и рассказывать сказки. А другим нациям мы говорим, пожалуйста, уверуйте и оставайтесь мусульманами, а также верьте в это. Мы к вам не идем, мы не боремся против ислама, и мы вам не говорим и не призываем вас выходить из ислама. Это ваше право, верьте во что хотите. Но чеченцы над Аллахом, и Аллах является их рабом, потому что Аллах является рабом русских. А чеченцы не могут быть рабами колонизаторов русских. Так что мы даже на их Аллаха, раба, которым они пользуются, чтобы нас сделать рабами, мы даже на него накидываем. Мы даже из-под него выбиваем, выбьем и выбили окончательно этот трон. Тут, как говорится, снова повторяемся, нашла коса на камень. В современной истории только чеченцы смогли уничтожить Аллаха. Сура 7, аят 54. Сура 7, аят 54. Сура 7, аят 54. Сура 7, Аль-Араф, ограды, 54 аят из 206. Воистину, ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон или утвердился на троне, он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды все они покорны. Его воле, несомненно, он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров. Ну, сегодня чеченцы, которые понимают, что это такое, потому что многие чеченцы уже рассказывают про эту религию, так называемую секту ислам, понимают, что Аллах не может вознестись на троне. Понимаете, это смешно. Это даже, можно сказать, не то, что смешно, это даже горько и печально. Если тот человек, который в это верит, он, значит, полнейший глупец. Его место, как говорится, в исламской клинике халифат. Мы даже не будем читать тафсиры Абу Аделя, толкование Ас-Саади, а также толкование Ибн Касира. Мы оставляем это для вас. Пожалуйста, идите читайте. А мы продолжим зачитывать суры и аяты. Следующей сурой и аятом будет аят Юнус, 10 аят, 3. Прошу прощения, сура 10, аят 3. Поистине ваш Господь Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон. Мы будем просто покажем маленькое противоречие. Сура 10, аят 3. Будем зачитывать. Сура 10, аят 3. Записывайте. Мы повторяем снова и снова, чтобы люди смогли записать и пойти проверить. Сура 10, аят 3. Сура 10, аят 3. Сура 10, аят 3. Сура 10, Юнус и Онна древнегреческая. И также на латыни. 3 аят из 109. Они, значит, занимались копипастом. Значит, занимались тем, что крали интеллектуальную, арабы, а именно Мухаммад, интеллектуальную собственность греков, а также римлян. Юнус и Онна. Тут пишется. Воистину ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней. Справка от редакции. Если Аллах, всемогущий, вездесущий, всезнающий, может только мыслями все сотворять, как они говорят, проповедники мусульманские, вот эти русские ФСБшные, эти мерзавцы, а также арабские, вот эти вот гниды в платках и в платьях, которые сидят, рассказывают чеченцам и другим, но это не наше дело. Сказки, что он только вот мыслью может все сотворить. Зачем ему 6 дней самому себе давать какой-то срок, чтобы что-то создавать? Это тоже нелепость, это бред. Это просто бред. Это
это, это, как сказать, это бредни биполярника, олигофрена араба-бедуина Музмамада, который он сочинял на ходу. Ворует, прошу прощения, интеллектуальную собственность греков, римлян и других народов, цивилизаций. Зачем Аллаху, которому они сами говорят, только мысли хватает, чтобы сказать, будет и все будет, саму себе давать срок 6 дней. Это нонсенс, это нелепость, это абсурд. Читаем дальше. А потом вознесся на трон. Зачем Аллаху, вездесущему, везде, всепроникающему, всезнающему, всевидящему, трон? Это просто сказки араба-бедуина Музмахмада, который мечтал об этом троне, чтобы повелевать своими рабами, которых он убивал, насиловал, пугал, запугивал и вводил в свою секту. Вот это его важные мечты, быть на троне. Поэтому он это представил, как будто это от Аллаха. То, что он хотел сделать на земле, он через сказки свои, типа из уст Аллаха, распространял в своем обществе. И поэтому он говорит о троне. Это чисто человеческие мечты, чтобы быть диктатором. Или утвердился на троне. Читаем дальше. На трон или утвердился на троне. Он управляет делами. Какие могут быть дела у Аллаха? У Аллаха, которому ничего не надо, и которому мы как бы нуждаемся в Аллахе, как говорят все эти проповедники. Мы нуждаемся в Аллахе. Зачем Аллаху дела? Ну подумайте, задайте себе вопрос в своих хотя бы мало-мальски оставшихся мозгах. Мы обращаемся к чеченцам. Именно эксклюзивно обращаемся к чеченцам. Зачем Аллаху дела? Просто задайте себе этот вопрос. Сядьте спокойно, один на один, в какой-нибудь комнате у себя, или на улице, или во дворе, или на природе. Сказать, зачем Аллаху, который все знает, вездесущий, всезнающий, всепроникающий, всевладеющий, какие-то дела. Но это, оказывается, надо. Оказывается, это у него есть какие-то дела. А это знаете, почему у него дела? Потому что у пророка Мухаммада какие-то были дела. А дела какие у него были? Мы знаем. Насиловать маленьких мальчиков, маленьких девочек, захватывать в плен спящих людей, резать, убивать, продавать, обманывать, клясться, а потом же нарушать свои клятвы. Читаю дальше. Никто не будет заступаться, кроме как после его дозволения. Зачем какие-то заступничества? Он же все может. Зачем, чтобы кто-то как-то за кого-то заступался? И чтобы он заступался за кого-то? Они же сами говорят, эти мулы ФСБшные, русские, подрусские, пидорусские, что мы, люди, нуждаемся в Аллахе, а не Аллах в нас. Но тут написано заступаться. Читаем дальше. Кроме как после его дозволения. Таков Аллах, ваш Господь. Ваш, тут говорится Господь. Не наш Господь, а ваш Господь. Значит, он наш Господь, но не их Господь. Нет, так не будет. Он наш шнырь. Шнырь заискивающий, трусливый, мерзкий, подлый шнырь чеченцев Аллах из Мекки. Поклоняйтесь же ему. Неужели вы не помянете назидание? Зачем людям, чеченцам, особенно чеченцам, живущим у себя на равнинах, горах, лесах, пьющих прекрасную кристально чистую горную родниковую воду, поклоняться какому-то выдуманному арабскому Аллаху из Мекки, выдуманному этим мерзким, подлым, грязным бедуинам Музмахмадом? Неужели вы не помянете назидание? Нам не нужны назидания. Нам не надо бояться. Мы чеченцы. Тронохчиду, тронца арбун, бели, та истукани, та Музмахмади, та бюрхо, эмкали чишмиш, ляльо, бюрхо мяц, потоп, бюрх ляльо. Финан да жюжахти, гуру бошу, барикану, отски патира, благдочо, бюрхом. Соца Аллаху эч, вейцун бададан, яш ала эч, кира клюш, ши энга кира клюш, вола кира клюш, вей худлиосту, эш худиц, мичахла новчи ишт. Ох цундель от Аллаха, вирвух лей, цун лейш, хилбове эш, или тряч дуйшу трах лейш, трах лейш да ряч дуйшу, ох от Аллаха лей вирвух от новчиш, оновчи дуй, оновчи. Ох, Бог, так, Масада, Раскишка, Бог, Юлишка, Бог, Арбушка, Бог, Туркошка, Бог, Рекордошка, Бог, Чергизошка, Бог, Идолканишка, Массуканишка, Бог,
И Аллах кылай вуктах боку. Охтуна, я шук вы. Охтун булар и док без цунган дуй трон бошли. Ох, ласта деш. Кага деш. Хадок шук булар. Ох, хайко кел вогучу и Аллах. И кылай вубо, ох, цусонаха, хоцун пёгол, шуха, хой хауза деш. Это не ждай садет, но лишь. Игда хаузу дукой. Вот скипа, хума яц и ногтиш. Uma yet procuurs dat je hier moet doen en met het je zegt hier deel en dat gedeist de gelukkig van na nooit te geluk te de na nooit wij halva bonusje te geluk zo hij shui zo haast bestellen je doen ela je doen buur wij stira drogdocho ook er nog te komen de eerste dat en de goede is als raast 18 humans kaljoos nog komen tegen als te hier als gewacht als je wij Dagana, ok, Kalish Sultaha, Kanitsbuk Novchishi. To Ezerbeца весня Шубай, Элаха, Шундахалду, Боку, Цену, Нисо, Дака, Чития, Кыга, Буки, 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 Бока, Буки, Нисо, Цену, и Боку, Вай, Калюахару, Гойтерю, Чарилю, Того, Те, Йолитерю, Аллах, Кот, Кела, Нохчиш, Бугавилю. Куяц. Иншаллах, олеш, о, иншаллах, и Аллах какутила, кахаули тарвац, и Аллах, ой, эшвичу, какутила херу. И тюнгат, ой, кэт дезрат, о, кагани надо, что, бабях маду. Неужели вы не помянете назидание? А тавсиры, еще раз повторяем, Абу Адиль, толкование Ас-Саади, толкование Ибн Асира, мы оставляем на вашу совесть. Идите читайте. Так, третья сура и аят, который мы сегодня читаем. Сура 13, аят 2. Сура 13, аят 2. Будем читать суру 13, аят 2. Ар-Рад. Сура 13, аят 2. Пожалуйста. Мы не боимся, мы не бежим никуда, мы читаем. Сура 13, аят 2. Записывайте, пожалуйста, дорогие слушатели, а также те, кто нас будет слушать потом впоследствии. Записывайте. Сура 13, аят 2, сура 13, аят 2, сура 13, аят 2. Ар-Раад. Гром, второй аят из 43. Аллах вознес небеса без опор. Это же бред. Ну это же бред. Ну это же бред. Как можно сегодня, в 21 веке, в это верить, слушать и бояться этого арабского тупоголового, обрюзгшего, мерзкого, подлого, воняющего дерьмом и верблюжьей мочой бедуина Музмахмада из 7 века, который выдумал сказки, который своровал там уже других наций, цивилизаций и культур. И в это верить сегодня и бояться чего-то, а также своих так называемых соплеменников, чеченцев, пугать тем, что вот Тиеш вуйвати дацега, и что тудеш даци хатта. Ха яцаха тудеш, то есть хун и ха яцаха. Тиешер ю алил нишвац, новчи таган тиеш нишвац, новчи чун ха дез и экшбу, пичбу, пилинца дол шунду я хелишо шунду я дуй дац. Тига кыума дац, тига клир шума дац. Şu kıyılır nahtavalı şuna, deşe nahbu, nasıl tehküş nahbu, hobini ne alış nahbu nokşin, metniş do iskidek do izvaja do iskidek ha, vaja ha, hobini muğdusa, şu leiş et şu tsiga, miçahi şu liyiş kaçı elmiş, şu tsiga yala yahşi oçul, ya yola haşi oçul, ya şu urmi dolak, dadaga, Hoekstoostel is moe hier door raskes diezelbos en nog aan uitbosje elk gulanje toch lees naar de slussen nog te komen. Wat dat je elk weer op hoe heel lang hier was het niet zo. Die koelie let doen. Allah вознес небеса без опор. И худу дюцек, худу is. По небеса, хутигалш, ца бохшмоч, ца уартош, порутюрду, оргубюртюрду. Которое вы могли бы увидеть, а затем вознесся на трон. Его цанган тантеха швешухор. Агинишунца, харбельшна, хату бог, дедочкана, юка, эдблахка, ашляча, бог, гаршвакирли.
Его точно, биол делить. Шахапу подочь. Я думаю, за тронты. Худа хупшу тронты. И Аллах, масана аучу, масум хупшу, масум дойшу. Хар Аллах, худа хаушу от тронты, от зганты, алиш нохчиш. Дайлойш и кетам. Дагайтиш. Кет байш уш. Дициш богдаки. Мухуш из. Увы, Аллах, дича гуш и гаишош и цахыч. И войш цада цахыч. И му цани ден хубстать. Худа östützen играть. Худ хубшуй цуте. Битле хубшмаце цуте. Инвалид сан бяхмадел и штален. И цех садовка. Худе идушу шуки. Хеч мадати шу адмимата. Цаа чучур бьёл айрото тронтех. Ца эздех. Ца ганта. Это зор да бяху штаканю. Это вахалок. Штаканте биттил. Биштамбаца. Иштанте. Ваху шухара. От арба музмамаду. Ахвочу на хирди штук. Иштигадеш. Аллах. Тронте. Матки эной хирдиз. Дельме алят хилшуя. Угар новчи дешкана. Аллах. Укашку. Кихал жаскиш вишу. Жаскиш хулани. Бодец. Бодец. Новчи швивучу налый. Новчи шейкут. Килах. Хаули карвати. Аллах. Цунгат как дешну. Как динаду. Как дидошну. Ца питаги. Халька рушлати. Аллах. Новчи. А затем вознесся на трон. Или утвердился на троне. Ва, ты лаужа, ты школотешись. Да, штани, да, мышь станешь. Можно, элех, цугантия. Ханха, это бить тёша, кердер, лаужа. Значит, чиштя, аж новость у тебя, пронта. Арбой, элех, меккер. Гаской, лый. Он подчинил солнце и луну. И луна, и солнце дудуч. Древнеегипетский. Скаскшац, Ра, Тахунядин, царь солнца, бог солнца, Ар, Хунядин, по дуге идет, Мавлик. Все своровал. Ну, все, буквально все своровал. Всю интеллектуальную собственность других наций своровал этот Музмамед, арабский бедуин. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет, это значит Аллах, управляет делами. Какие могут быть у Аллаха дела? Ну объясните нам, чеченцам, какие могут быть у Аллаха дела, если он все знает, только по дуновению, по его мысли все превращается, все он может создать, уничтожить, убрать, переправить. Ну зачем ему дела? Ну зачем? Какие могут быть у него дела? Он же тот, которого нельзя увидеть, услышать, невозможно его представить. Он же то, из чего все. Это все и то, и это. А тут у него какие-то дела. Вы что несете? Бред. Бред силой кобылы, как говорится. Больных людей. Больные люди. Араб-бедуин, этот Музмамед. Он был эпилепсиком, биполярником, психически больным человеком. По нему психиатрия плакала в то время. Но, к сожалению, в то время это не было развито. И вот он управляет делами и разъясняет знамения. Аллах разъясняет знамения. Где в Камасутре Коране Аллах что-то разъясняет, какие-то знамения? Это араб-бедуин врал на каждом шагу. Музмамед ваш, мерзавец, подлый, насильник, маньяк, педофил. Самый лучший из людей, которому хотят некоторые чеченогорцы своих дочерей отдать и сами хотят за него замуж выйти, чтобы он их отдал в задницу бить там отца. Я думаю, шинохчи маяцтах, шинохчи мухоль, отские паршуткира докцахаль, шеш лейшу али. И ты лачи, нохчи шукердатасти, нохчи ждаться али, лейшу али, да лейшу. Нохчиш и Аллах купил, что Музмамед сюда, что Аллах купил, пошу, нохчиш, и что ты скажешь, и что нохчиш, Аллаха Абду. That's it. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. Тафсиры от Абу Аделя, тафсиры от Ас-Саади, а также тафсиры от Ибн Хасира мы оставляем на вашу совесть. Идите, читайте. Потому что у нас на все это, на весь этот бред времени просто нет. Так. Третья сура аят на сегодня. Сура 13, аят 2. Ар-Раат. Прошу прощения, мы это прочитали. Сура 20,
5 аят. Это что наш сегодня? У нас сегодня сура Таха называется. Сура 20, аят 5. Сура 20, аят 5, сура 20, аят 5. Таха. Таха, 5 аят из 135. Читаем. Милостивый, 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 милостивый. Это как женщина, милая. Или как мужчина, милый, милостивый. О, Аллах, милостивый. Ты наш идол из Мекки, который сделал главным идолом мусульман. Милостивый Аллах, Араб из Мекки, Араб следует Аллах, рабочих, милостивый. Какая милость? Ты наш шнырь, ты чеченский шнырь. Никогда в жизни больше ни один чеченец не сможет сказать, что Аллах является каким-то божественным существом. Он шнырь чеченцев. Он под нашими ногами, под подошвой нашей обуви он будет все время. Нюхать наши ноги будет этот Аллах. Он всегда будет под нашими подошвами. Читаем. Милостиво вознесся на трон, обратно на трон. Но обратно на трон. Что это за трон вообще? Что это такое? Где этот трон? 7 небес, 7 планет, там, не знаю, 7 альбураки там летают где-то. Где находится этот трон? Под землей, над землей, на воде, под водой. Где он? Вездесущий. Зачем ему трон? Он уже как вот аморфный. Везде он существует, везде он присутствует. А тут ему трон. Ну какает? Старичок, инвалид, больной. Аллах, идол из Мекки. Из более 360. Это же то, что может выдумать человеческий разум. Это же просто сказка арабского бедуина. Тут нет ничего святого, нет ничего мудрого. Это на что способен человеческий мозг, чтобы выдумать какую-то сказку. Ну, где-то он и воровал, конечно же, эти сказки. У египтян с ворона, там, у римлян, у греков, и ассирийцев, не знаю, там, у этих персов, а до них кто там еще были, вот эти вот зороастрийцы. Везде понаворовал, все там понаслышал, собрал сказки вот, в одну кучу и начал рассказывать. Этот ваш так называемый пророк, а на самом деле бандит, убийца, насильник, маньяк, педофил, бедуин, мусульман. Или утвердился на троне. Утвердился на троне. Ну, обратно же говорим. Тафсир Абу Аделя, Ибн Касира, а также другие тафсиры, пожалуйста, идите и читайте. Этот бред, он уже достал его читать, еще что-то рассказывает. Это просто показывает, что чеченцы просто выламывают и выносят из-под Аллаха трон. Так, 5 сура. Сура Аль-Фуркан. 25 сура, 59 аят. 25 сура, 59 аят. Читаем. 25 сура, 39 аят. 25 сура, 59 аят. Аль-Фуркан. Развлечение. 59 аят из 77. Читаем, на что же способен раб чеченцев Аллах, который под нашими подошвами сидит и нюхает пот из-под наших ног. Читаем. Как мы говорили нашему формату, очень кутелер, цеспелтер, хасер, хажен, тедем, отцел безбу, улах, цундель нохчишт, гоч, нухтаванешнина. И Аллахом, и твой нохчи ком, образно, и духой нохчи ком, кокелен, цеспелтер, хасер, тедем, цунтиберши, воковиш, иру Аллах. Отскипер, вахта уру, кагвиру, Сидоч, пейдмоч, вехка, нохчи, леви, лубок. И вот ох, Аллаха. Шуат Саир, шудберер ди, дай шера, ати, дадо, нохчи, хонгир. Дадо, ше, Аллах, ече раз, ец, дагу, тоой, хоз, мадар. Пригвахма, как бейт, Аллах, пригвахма, как бейт. Отбусал дин бук, пригвахма, как бейт. Приг, раз, яжмарик, бейт, приг, как бейт, дегер. Таранеш, эштвитец, витам. Ждите дитина нохчикам аардела шесивали of wachta o kegwi ukita halwoli tanwas yani from hand of kegwi on some tron with wachikana kegwi чайный надо это поиск. Набьешь выход. Он сотворил небеса и землю и то, что между ними. Худяш, утишар, сурач, эйч, ворд сурат эйдеш, и тигалш, и лехниш деш. Walsh, Hayek, Yaldina, Yul Duty, Kuchak, Furich, Ayach, Yaldina, Auschwitz, Mushi, Allah, ist Eulish, Immovide. Schnadig, da lusch, und Borisch ist. Zum Zahme zu Üsch, wo Borisch.
от знаgen и ушмобок, schon goed juist zo dag op zo tarif als land te gaan ja. Dat je een shameel schnell. И Allah. И Allah هم يات غير دديش الله نكسر دديش وعايز تعالوا خل. هم يوتهم يقص. Noch человек юкос. Он сотворил небеса и землю и то, что между ними. За 6 дней. А потом вознесся на трон. А потом noch чему тебя Ялх Дина. Ой, лишь noch чему тебя Тигels, Летниш, Кölnig, Бог. Allah. Ялдина. Ахка, Садок, Чганте, Халуган, Бог. Тигел. Юхцуке, Вахи, Бог, и Чао. Изда, чем хиет ми Бог. Бог, кому Бог, сила Бог. Ха, Бог, Узя. Хупчук. Как мы видишь, noch чему тебя смел придут, что я вил dort говорится. Я Новчиш, и ты не ждешь. Эш, Новчиш, и понял, как Новчиш, вяльт сухена, zusammen, что muss Махмад Садыш, так нужно. Эш, эх, курваркес, давай, ахуй, сколько ты не дают, алдал хет шуэр. Эш, я, блядь, мира бож, лелен, ты махкар вахкар мавараш, и так, изудела, миловела, хартюниш, ничего, алдал чьи, тюниш, ничего, так. Медлюин Самдоу. Поэтому мы говорим тафсиры Абу Аделя, толкование Ас-Саади, а также Ибн Касира мы оставляем на вашу совесть. Пожалуйста, идите читайте. Так. Осталось нам зачитать 6-й аят. Будем читать 6-й аят. В этом 6-м аяте сура 57, аят 4. Сура 57, аят 4. Мы повторяем специально, чтобы люди могли записать и пойти проверить. Сура 57, аят 4. Аль-Хадид, железо. Железо. 4 аят из 29. Тут написано, он тот, кто сотворил небеса и землю. Снова повторяется. А про постоянное повторение вот это вот говорит, что он сотворил, он сотворил, он сотворил. Понятно, уже сказали 1 раз. Зачем вы повторить 10 тысяч раз одно и то же? Какой-то Аллах что-то сотворил. Он тот, кто сотворил небеса и землю за 6 дней. Снова 6 дней. Ну, почему 6? Почему не 1, не 2, не 3, не 4, не 5, не 6, не 7? Почему не 8, не 10, не 100? Почему 6? Потому что не всегда вот это римская, греческая, вот эта вот сказочная идеология, нечетные числа. И как у евреев тоже, у них тоже всегда нечетные числа. Своровал. Интеллектуальная собственность, как обычно. Бандит Музмаймов все своровал. Он тот, кто сотворил небеса и землю за 6 дней, а затем вознесся на трон. Или утвердился на троне. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее. Ну что за сказка? Железо. Главное, назвали суру железо. Увидел железо у еврея где-то, наверное, какой-то кузницы, Музмамот, который сидел в верблюжьем этим шерстяных этих ходил, наверное, каких-то ходил. И связано из 6 одежд, двинул железо и начал сочинять сказки и воровать. Утвердительно он знает то, что проникает. А до этого был уже век железа, медный век, там и другие века, каменный век. А он только тогда узнал, в 710 каком-то году, после Иисуса, как говорится, Христа, пророка Ииссы, которого родила Мария, совокупившись по их же сказкам с Габраилом, Габраилом, как это вы его еще там, Гавриилом. Сказка, сура 19, аят 17. Прочитайте эту суру, вот эту вот аят. Сура 19, аят 17, сказка, как ее ублажал Габриил, Джабраил, чтобы она родила и Иисуса. И Иисус Джабраилович. Ну ладно, мы не будем уходить. Да, даже. Или утвердился на троне. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее. И то, что не сходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы ни были. Это что за бред вообще? Из-за этого, вот это слушать, это читать и бояться, да, должен кто-то. Нормальный, здравомыслящий чеченец. Здравомыслящий, здоровый, нормальный, образованный, гордый, прекрасный, красивый чеченец и чеченка должны верить в эти сказки и бояться. Вы что, смеетесь, что ли? Что восходит к нему? Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете. О, напугали, удивили, открыли нам глаза. Что типа здесь главное, он все видит и знает, что мы совершаем.
Но чтобы сотворить трон, как они говорят, чтобы вознестись на него и делать небеса, тут он должен себе срок дать, 6 дней. А тут он, видите ли, везде все видит и все знает, что мы делаем. Как бы вездесущий. А чтобы землю и небеса сделать, ему нужно 6 дней. Это как это у вас так получается? А где у вас вообще логика, критическое мышление, понимание вообще всех этих процессов, которые происходят в мире или в природе? Нет ничего. Нет. Потому что это ложь. Это идиотизм. Это бред. Бред больного араба-бедуина. Эпилепсика. Биполярника. Олигофрена. Психически больного человека. Тафсир Абу Аделя, Ас-Саади, а также Ибн Хасира оставляем вам, чтобы вы пошли, читали, развивали свое критическое мышление, сопоставляли. Сура 7, которую мы сегодня зачитали, последняя. Сура 32, аят 4. Ас-Саджда. Сура 32, аят 4. Сура 32, аят 4. Сура 32, аят 4. Сура 32, аят 4. Ас-Саджда. Земной поклон. Земной поклон, 4 аят из 30. Читаем. Аллах тот, кто создал небеса и землю. Удивили. Обратно повторение. 7 сура и 7 же аят. Читаем, что он создал небеса и землю. Повторяют, это пугает. Он создал небеса и землю. Он создал какой-то Аллах, видите, из них. И то, что между ними, удивили. За 6 снова. 6 дней. Обратно, 6 дней. А затем снова вознесся на трон или утвердился на троне. Нет для вас, помимо него, ни покровителя, пугает. Нет для вас, кроме него, ни покровителя, ни заступника. А где он был, когда убивали чеченцев на протяжении 450 последних лет, этот Аллах? А где он был и до этого? А где он бывает, когда нам, чеченцам, плохо? Что он сделал? Когда мы, наоборот, стали Аллаху верить, нашим чеченцам, благодаря русским, у нас, наоборот, все пошло на свалку. Мы все потеряли. Мы потеряли свою культуру, свой язык, свою родину, свое достоинство, честь, свою нацию. Все, буквально все. Даже уже до такой степени довели, что даже сказать чеченец, я чеченец, уже было уже стыдно. Не то, что стыдно, запрещено. Потому что должен быть, я мусульманин. Аллах, да, значит, где-то был разрешен. Никакого Алляха. Аллах под подошвами чеченцев. Он наш шнырь. Был, есть и будет. Нет для вас помимо него ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не помянете назиданий? Обратно же, стоять и бояться. Бояться и стоять. Стоять и бояться, бояться и стоять и не думать. Ну нет, так это не получится. Чеченцы не боятся. Чеченцы думают, размышляют, изучают, понимают, признают или не признают. И всегда восхищаются тем, кто говорит правду и принимает только правду. У чеченцев главная ценность в жизни – это говорить правду. И всю свою жизнь чеченцы отдали свою жизнь за правду и за свободу. Так что вы нас не обманете. А мы из вас будем делать рабов, а не вы из нас. И ваш Аллах нам. И будет разбегать на предыдущее. Тафсир от Абу Аделя, от Ас-Саади, а также Ибн Хасира мы оставляем для вас. Идите, пожалуйста, читайте. Также мы сейчас быстро пробежимся по хадисам, потому что хадис это так, что говорится, что Абу Гурейра взял пророк, саллаллаху алейху ассалям, говорит Абу Гурейра, значит, саллаллаху алейху ассалям, меня за руку и сказал: о, Абу Гурейра, как обычно у них начинается, о, Абу Гурейра, поистине Всевышний Аллах создал небеса и земли, и то, что между ними за 6 дней, и после этого вознесся над троном, приводит хадис имам Ан-Насаи в своем тафсире от Абу Гурейры. Ради Аллаху анху, с хорошим иснадом, значит, хорошим достоверным. Потом есть еще один хадис, кто был создавал этот трон. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, этот бедуин, убийца насильника Мухаммад Мухаммад, говорил, что после того, как Всевышний закончил свое творение, он вознесся над троном, обратно над троном. Хадис приходит с достоверным иснадом в книге Ас-Сунна у имама Аль-Халяля. Мухаммад сочинил сказку. Типа Аллах создал трон. Информация взята из книги Аль-Иктисаду фил Иттиад Абу Мухаммада, Абдуль-Гани Аль-Магдиси. Прошу прощения.
слова сподвижников о том, что Аллах над троном. Обратно же трон, 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 трон. Также сподвижники пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорили об этом. Они не говорили о религии, того, чего не взяли от пророка, мир ему благословение Аллаха, тем более в вопросах атрибутов Аллаха, раба чеченцев Аллаха. Так как о Всевышнем рабе чеченцев Аллахе арабском они могли узнать только от пророка Мухаммада, убийцы насильника маньяка, мир ему благословение, от раба чеченцев, но раба русских Аллаха. От Ибн Масуда привел Аль-Байхахи от Абдуллаха Ибн Масуда с достоверным иснадом между первым небом и тем, что над ним расстояние 500. Ну что за сказ? 500 лет. Откуда они брали эти цифры? Из потолка, из головы сочиняли, воровали у других. 500 лет между... Мы же это же можем проверить. Нету этих 500 лет. Между каждым небесами расстояние 500 лет. Между седьмым небом и престолом расстояние 500 лет. Между престолом и водой, это трон, расстояние 500 лет. И трон над водой, и Аллах над троном. Не раб чеченцев, Аллах над троном, да? И ничего из ваших дел не сокрыто от него. Смотрите, Аль-Асма, Уа, Ас-Сифат, Аль-Бейхат, страница 401. Это трудный тип арабца. От Ибн Аббаса, двоюродного брата пророка мира ему благословение Аллаха, раба чеченцев Аллаха из Мекки, передал ученый Саляф по языку Фарра от Ибн Аббаса, что тот сказал в толковании аята, а затем вознесся на трон. Зачем это? Снова задаем вопрос, но тут написано. То есть возвысился. И это как слова мужчина был сидевшим, затем и стал стоящим. Ну что за бред? Ну что за бред? Мужчина был сидевшим, затем и стал стоящим. Смотрите, ссылки в книгах арабских ученых Асмау ва Ас-Сейфат Аль-Бейхаи, страница 167. Также Ибн Аббас сказал, размышляйте о чем угодно, но не размышляйте о сущности раба чеченцев Аллаха. Читаем снова. Смотрите, какие они хитрые арабы. Также они поняли, что это очень хороший бизнес, это арабская вот эта секста ислам, потому что все, во всем мире они этим обволакивают, одурманивают, и все приезжают, им деньги дают. И они говорят, Ибн Аббас, арабский какой-то великий ученый арабский, сказал, размышляйте о чем угодно. Он говорит, но не размышляйте о сущности раба чеченцев Аллаха, потому что вся их же структура ломается, рабы уходят из-под их влияния. Поистине между седьмым небом и курси престола, курси на арабском, это престол, трон, 7000 цветов, а он над всем этим. Смотрите, арабские труды великих исламских ученых, Байха и Васмау Асифат, 2-223 страница. Передал имам Аль-Лякай, что Ибн Аббас, комментируя слова Аллаха, где Всевышний сообщает о том, что Иблис сказал ему, а затем я буду подходить к ним людям спереди их и сзади, справа и слева от них, и ты не найдешь большинство из них благодарными, сказал, и не смог он сказать, зайду к ним сверху их, так как знал, что Аллах, раб чеченцев, Аллах из Мекки, тот, кто сверху их, смотрите, шарх усуль аль-иттиход ахли-сунна у аль-джамаа, Аль-Лякай, 3-397, Иснад Хасан. Это шарх на этот хадис. Шарх это значит, шарх это вообще на арабском это объяснение хадиса. А хадис это объяснение жизни пророка, или хадис это объяснение тафсир, а тафсир это объяснение на слово аят. Серьезно, я же так серьезно хотел серьезно, но не получается, дорогие мужчины. Что это за объяснение на объяснение? Ну, послушайте, как это? Объяснение на объяснение, объяснение на объяснение, объяснение на объяснение, объяснение на то, что что-то кто-то там ляпнул к этому маму. В своей книге Камасудри Хоран. Это же бесконечные объяснения. Это просто бесконечная болтовня. Это же сплетни. Понимаете, они на одно слово берут, объясняют, тафсиры на Коран, в тафсирах на хадисы ссылки. С хадисов они на другие хадисы, а потом эти хадисы понимают шархи. Вот на эти шархи они делают какие-то исламские труды. И главное, одно и то же. Вот. Мутят, баламутят, они вот это вот рассказывают, пересказывают, объясняют. Друг другом спорят эти арабы, сказочники. 1001 ночь бесконечных сказок, мерзких, подлых, грязных, развратных, распутных сказок.
похотливых, грязных. Шарх усуль и'тикад ахлю сунна у'аль-джамаа аль-лалахай 3/397 Иснад Хасан. Хасан это значит красивый. Имам Бухари приводит следующие слова Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими. Когда Аллах, раб чеченцев, конечно же, Аллах, Измеки разговаривал с Муфтой, был возглас в небесах, и Аллах был в небесах. Смотрите, Хальк Афаль Ибад имама Аль-Бухари, страница 53. От Зейнаб, жены пророка, мир ему и благословение, жена пророка, наша мать. Он там развлекался, гулял, а они становились нашими матерями. Хорошо. От Зейнаб, жены пророка, мир ему и благословение Аллаха, Аллах, раб перцев, как мы знаем уже, говорила жена пророка Зейнаб другим женам пророка, другим женам. Секс-наложницы, бандитки, развратные, похотливые женщины, которых он совращал, может быть, брал их силой, угрозами и насилием или подкупал, но они каким-то образом становились его женами. Нормальная женщина никогда не будет ни второй, ни третий, ничего, это женой какого-то араба-бедуина, который подпирался 3 камешками, вонял говном, простите меня за это выражение, и обмазался, и умывался, а также пил верблюжью мочу и никогда не купался. Как его можно любить в старом, как вы знаете, старческом возрасте, которому уже до 53? Но каким-то чудесным образом они его любили. Покажите мне сегодня в нашем современном мире хоть одну женщину, которая будет любить такого мудака. Покажите мне хоть одну женщину из любой нации, я не говорю даже о чеченках. Покажите мне из любой нации хоть одну женщину, из любой нации, мусульманской так называемой, не мусульманской, христианской, католической, протестантской, буддистской, неверующей, атеистской, любую женщину, которая будет любить такого человека, который подпирался 3 камешками, говном вонял, испражнялся на ходу, источал вот такой, знаете, омерзительный запах, который не мылся никогда, который купался, умывался, пил верблюжью мочу, который занимался сексуальными усладами, но не мылся. И каким-то чудесным, и главное, старый, понимаете, и не было у него зубов. У него не было зубов. И главное, он был трусливый, потому что есть хадисы, где говорится, как он трусливо себя прятался под трупами. И чтобы такого старого, 55-летнего, 56-летнего человека любили женщины, а тем более, посмотрите, вот эту всю ассоциацию сделайте с чеченской женщиной. Прекрасной, красивой, гордой чеченской женщиной. Не той, которая раболепная, которую они превращают в мусульманку, которая бесхребетна, безмозглая, а именно достойную, гордую, прекрасную дочь чеченской нации, чеченского народа. Именно чеченку, которая со стержнем своим, которая говорит, я чеченка, сонох, что любовь. Ей от 17, 18 и до 56 лет, которая себя считает достойной, гордой чеченкой, чтобы она полюбила такого мерзкого, грязного типа, который источает такой, знаете, вот, источающий такой запах мерзавец, говна такой, знаете, и верблюжьей мочи, беззубый, старик, лживый, трусливый, и чтобы чеченка его полюбила, но каким-то образом у него был 13 жен. А знаете почему? Потому что от Хадижи у него осталось большое наследство, и он всех этих своих вот этих мурдалаков собрал вокруг себя, мерзавцев, которые пугали, запугивали людей, убивали и пользовались его богатством, чтобы также насиловать, убивать других людей. Это же банда бандитов. Посмотрите на все эти джамааты. Это же все одно и то же. Это джамаат Арби Бараева, это ФСБшная продукция, которую они создали в чеченской нации. Это же бандиты, убийцы, насильники, монеты. По сути пророков. Убивали, насиловали, пугали, запугали чеченцев. Возьмем джамааты Ахмадовых. Тоже бандиты. Возьмем этого Зелимхана Индарбиева. Бандит тоже, джамаат, мусульманин. Басаев, Шамиль. И сегодняшняя власть, на которой нам установили в Чечне, тоже такая же бандитская, мусульманская, тоже халифат, бедуины. Пугает, убивает, насилует людей. В России после какая власть? Халиф Аль-Путин. По сути пророка Мухаммада. Убивает, насилует, режет, продает, подкидывает, подставляет. Все по сути пророка Мухаммада. Мухаммад это ислам. И его будут любить люди за это, за такого грязного,
воняющего, некрасивого, старого араба-бедуина будут любить женщин? Неправда. Это неправда. Ну, просто убийца, насильник, маньяк, хитрый диктатор. И тут говорится от его жены, типа, Зайнаб, жены пророка, мир ему благословения, Алляха, работничница Алляха, говорила жена пророка Зайнаб другим женам. Ну, наложницам, всех наложницам, которых он запугал, взял силой, насиловал, убивал. Вас поженили ваши семьи, а меня выдал замуж. Это про его двоюродную сестру здесь говорится, что типа всех выдали замуж, прошу прощения, а их брак был от Алляха, типа Аллах так соизволил. Там в суре 33, кажется, аяте 50-х, вот там это написано. Вас поженили ваши семьи, а меня выдал замуж сам Аллах с высоты 7 небес. Понимаете, Аллах на троне сидел на высоте 7 небес и выдавал ее замуж, чтобы удовлетворить сексуальную похоть этого араба-бедуина Музмана. Представляете? Алляху надо было заниматься тем, который вездесущий, всезнающий, всепроникающий, всевидящий. Ему надо заниматься сексуальными усладами, похотливыми, вот этими мерзкими, грязными, распутными усладами, вот этими желаниями, розовыми мечтами этого араба-бедуина, беззубого, мерзкого, воняющего говном, а также верблюжьей мочой араба, который не мылся. А как мы знаем, там в то время не было ни душа, ни туалета, они просто выходили, срали прямо вот перед своими вот этими шатрами, которые из козьих, бараньих и там верблюжьих шкур они были. Аллаху, видите ли, нужно было строго так заниматься этими делами, говорит, Аллах, от Аллаха, я тебя женю на твоей двоюродной сестре. Рейна, пожалуйста, забирай у своего сына, которого ты усыновил, приемного сына, и возьми ее на силу. Забирай на силу. И я тебе суры, а я ты потом еще пошлю. Чтобы ты мог на любую женщину, на которую твой глаз падет, сура 33, я если попасть говорю, а я 50 там написано. Сразу женись, типа, бери. Не женись, а на силу. Вот как. Тебе не запретно ни одна женщина будет. Вы представляете, до чего дошел Аллах на своем троне? Ручной Аллах Музмахмада. Ну, раб чеченцев, да. Раб чеченцев. К сожалению, для всех других, для дагестанцев, для кабардинцев, для черкесов, для русских, к сожалению, для вас, для турков, для других мусульман, к сожалению, ваш Аллах наш раб. Раб чеченцев. Он наш шнырь. Мы его подсрачниками будем гонять. Он наш шнырь. Он у нас на побегушках, заискивающий ваш арабский Аллах, наш чеченский шнырь. Вот и все. На этом все. Тут читаем, да. Говорил жена пророка Зайнаб другим женам пророка. Вас поженили ваши семьи, а меня выдал замуж сам Аллах с небес. Смотрите, хадисы от Тирмизи, 3137, Иснад Хасан Сахих также передал Бейхаки и Бухари. И четвертый. Прошу прощения. От Айши, самой такой любимой маленькой девочки, которую он изнасиловал. От Айши же пророк ему благословение. Там тоже сказано о каком-то троне Аллаха. Ну, брал своим так называемым секс-наложницам, женам так называемым секс-наложницам, которых он унижал, насиловал. И он рассказывал про какой-то трон Аллаха. А мы рассказали про то, как Аллах стал чеченским шнырем. Благодаря русским, которые нам настойчиво на протяжении веков навязывали этого арабского Аллаха, и они добились своего. Чеченцы признали его, прошу прощения, чеченцы признали этого Аллаха своим шнырем. Вот вы добились своего. Шунлу отхлопуна, нохчиштуна шнырик. Эш нохчикам цадитари Аллах отс. Егуш, Хуауш, Гиуш, Багуш, Иауш, Алауш, werd me nu stellen, denk doe eens. Ja, nog eens, wordt dit nog zo'n leidag is toch goed zo naar schnir, lewi opdag, zo atza. Oh, licht zo naar is, schnir. Oh, zo boel je gaat hadeka. Oh, wauw, zit er, oh, zo tuurlijk is. Oh, zo tuurlijk, oh, is wat van kookstier, maatskil, kazo, stelwelig, oh, je Allah. Ja, is zo dat. Какая ждите цаду, что эти ночи хамешнуют. Туда, ишь, хамел хира, дать хирдошдать. Ночиш, вот, келер, мач, ажушкела. И хакот, келер, хажи, хатер хажри, вож хажхалил, яки хажхалил. И хажа, яхтуш, и рошух, и
Allah nog je lei nekje, raspische lei, we Allah, oh, geen levetje. Dat is het. Zo ja, ik had even zo. Zo ja, dat is een leerrichting. Iets heb je nu doorschelen, heb je nu check down dat er, maar je nu doorschot, is leeg daarop Allah nog je gewoon. Zo dat je kon je. Dat is ja de kitchen, schare gelukkig. Şu dünyadan samuk doğru iş nog je kon, samuk nog je güç, nog je kan nelço desdu, nelço oğlu, nelço silahı. Но честен, самое главное, он честен. Воспевай свободу. Пусть услышат меня небеса. Вот, правильно. Лицо. Даже смерть есть лицо. Даже смерть влечет. Без страха. А и я. А Аллаха мы не прощаем. Мы его под себя подгидаем. И последним волчонком в краю. Истекает кровью говорит. Эй, на вечер я. Ночи канду и кило, он не дает удар. И честь сохранять, и честь сохранять. Всем вождем нареченным цениться. Самое главное. Устраивать шакалов, арабов, мусульман, мусульманской умы, чем быть у них. Вождем лучше быть простым чеченцем среди своей нации. Простым волком чеченским. Зачем нам разгибать спину исламскую, мусульманскую и мусульманскую уму? Мы чеченцы, нам это не надо. Вот, правильно. И села. То не пускает. Вот, правильно, чеченцы, они знают толк в жизни, чеченцы. Чеченцы знают толк в жизни. В битве, в бою, в дружбе, в гостеприимстве. Нас не надо учить ничему. Мы любого научим. У нас есть все, мы знаем все. У чеченцев есть все. Чеченцы самодостаточная, отдельная нация, этническая единица в этом мире. Мы ни на кого не претендуем, не закидаем на чужие культуры, земли, языки. Но и свое никого не отдадим. А тот, кто пришел к нам, чтобы навязаться, мы его под подошву наших ног и нашей обуви поднянем, и он будет нашим рабом. Тот, кто хочет сделать из нас рабов, он будет нашим рабом. Даже из всех всемогущий Аллах, и Аллах наш будет рабом. Вот и все. Вот и все. Сумма сера адикал. Geldik naar Oost-Oerie. National, is de national nog te zien dan dit gaan. Zo adikal, maar zo. Geldik naar Oost-Oerie. Zodat jij zo het al eens